Саламатсыздар, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сейчас трансляция идет в YouTube и в Facebook. В Instagram мы отдельно будем заливать эфир. Но в начале эфира я хотел бы изложить итоги суда, который вчера прошел в Париже, где полиция требовала меня покинуть Францию в течение 30 дней. У меня спрашивают, сначала, видимо, не все прочитали, собрали ли необходимые средства именно на суд, который был вчера. Да, уважаемые друзья, собрали. Я 3 раза объявлял сборы на разные этапы различных судов, и 3 раза эти сборы были успешно проведены. В этой связи я хотел поблагодарить вас, уважаемые друзья, за поддержку. Мне пишут пенсионеры, они, получая буквально небольшую пенсию, 80-85 тысяч тенге, мне переводили просто поразительно большие суммы, по 10 тысяч, по 20 тысяч. А были пенсионеры, которые переводили ежемесячно по 50 тысяч тенге. Я, конечно, честно говоря, просто поражен. Были люди, которые жертвовали по 500 тысяч тенге, по 1 000 000 тенге. И благодаря такой поддержке мне удалось провести хорошую работу. Я могу сказать, что я был очень сильно удивлен качеством работы моих адвокатов. Это над этими процессами сейчас, именно по требованию полиции покинуть Францию, работала не одна адвокатская группа, а 2. Они друг друга дополнили и просто написали блестящее решение. Защиту написали, блестящее, я бы так сказал. У меня большой опыт работы в судебных процессах в Америке, Великобритании, во многих странах мира. Я могу сказать, что я удовлетворен. То есть адвокаты просто написали невероятно крутую защиту. Они вытащили фактически все, что было в Великобритании, в Италии, как похищали мою семью, процесс в Швейцарии, в Бельгии, где пытались напасть и похитить известную правозащитницу. В свое время она работала в банке, Боту Джардемали и так далее. То есть это такая обширная была проведена работа, и благодаря вам я сумел эти этапы работы оплатить, уважаемые друзья. Но, собственно, и получается так, что в прошлом году, 8 декабря, у меня отобрали политическое убежище, и это было связано с тем, что Такаев приехал во Францию и подписал многомиллиардные контракты с Францией. Многомиллиардные. И, конечно, мне задают вопросы, говорят, как же так, получается, здесь можно воздействовать на суды. Да, уважаемые друзья, я хочу сказать следующее. Суды у них достаточно качественные в Европе, но когда касается таких политических дел, как связано со мной, фактически воздействие на политическом уровне идет в любой стране. В Великобритании, там был бывший премьер-министр лоббист Тони Блэр, его брат. Судья Уильям Блэр оказался тем человеком, который принимал по мне первые решения негативные, а потом просто принял и быстро смылся. И во Франции тоже такое происходит, политическое давление, прям политическое давление. Но на самом деле, когда дело доходит уже на более высокие инстанции, чем более квалифицированные судьи, там уже ситуация меняется. Собственно, благодаря этому я выиграл 9 декабря 2016 года в Высшем суде Франции дело по экстрадиции. Там экстрадицию запрашивала Украина и Россия по просьбе Назарбаева. Там в России был Путин, в Украине Янукович. И мне удалось выиграть Высший суд, а до этого я проиграл нижние инстанции. Даже был декрет правительства Франции, который, по сути, подписал мою выдачу в Россию. Я хочу сказать, что один из моих адвокатов, у меня их было там несколько групп, был личный адвокат Франсуа Олланда, президента Франции. И тем не менее, многие думают, что раз стал у меня адвокат президента Франции, то я должен был выиграть. Ничего подобного. И мой адвокат даже разругался с президентом Франции и собирался даже выходить на пресс-конференцию против него и говорить, что они, имеется в виду правительство и сам президент, помогают Путину. В то время Путин уже захватил Крым, восток Украины, и шло такое политическое воздействие, и политическая власть действительно пошла навстречу Путину. К сожалению, такая ситуация. Но в итоге
именно в высшем суде Франции я выиграл. Там было 13 судей. Судьи подвергались атакам. Был хакинг, их атаковали даже их компьютерную систему. И вот все-таки, видите, судьи приняли решение в мою пользу. Как мне говорили, что это фактически беспрецедентное решение в истории Франции. Не просто какое-то отдельное решение, которое часто кто-то повторял. Беспрецедентное решение. Понимаете, уровень и масштаб борьбы, который сейчас происходит. Вот. И длительное время я, конечно же, справлялся сам. Но с учетом того, что пока я сидел в тюрьме французской 3,5 года, наш режим похитил мой бизнес, украл деньги. И, понятно, на эту борьбу ушли какие-то еще серьезные другие расходы. И наступил момент, когда вот в этом году я решил обратиться за помощью к вам. Мне говорят, неужели у тебя твои богатые друзья не могут помочь? Нет, не могут, потому что они сотрудничают с властью, они боятся за свои капиталы, они зарабатывают при этой власти, поэтому никакой поддержки не будет. Меня спрашивают, почему ты своего куда не попросишь? Я уже по этому поводу тоже отвечал, говорил, что у него средств нет, они живут скромно, и их тоже там прессуют, постоянно пытаются экстрадировать, слежка, давление и тому подобное. И это очевидно такие вопросы, которые человек, скажем, такого уровня, как я бы самостоятельно все эти вопросы решил бы, если бы была такая возможность. Такой возможности не было и нет. И вот, собственно, сейчас, уважаемые друзья, ключевой момент. Борьба будет дальше идти. Я в одном из эфиров пояснял, что этот режим будет непрерывно придумывать различные против меня обвинения, пользуясь межгосударственными договорами. Договор о взаимном сотрудничестве между теми или иными государствами, придумывая разные обвинения, пользуясь тем, что некие свидетели, они находятся в Казахстане, заложники, эти свидетели подписывают любые обвинения. Только потом, когда западное правосудие начинает вникать глубоко, именно на более высокой инстанции, не где-то внизу, где судьи где-то нижнего уровня, а более высокие инстанции, высший суд, апелляционный суд, там, где высококвалифицированные судьи и не все поддаются давлению, в этот момент я начинаю выигрывать. Вот, вчера был суд в административном суде, трибунал города Парижа, и он рассматривает вопросы именно как приблизительно и мои, когда Франция высылает, депортирует из страны тысячами. Сюда десятки тысяч, сотни тысяч людей различных приезжает без документов. Потом полиция, собственно, им предъявляет требования, чтобы они покинули Францию. И вот административный суд — это конвейер. Там рассматриваются тысячи различных дел, и одно из них — это мое. Поэтому вот, собственно, там я не могу сказать, что судьи там высокой квалификации. Но вчера было интересно, что мой адвокат, один из моих адвокатов выступал, сказал, что у меня многолетняя, минимум несколько десятков лет судебная практика, но я впервые вижу, чтобы в административном таком трибунале сидело 3 судьи и еще 4-й докладчик, и еще выступало 2 группы адвокатов. Это, говорит, не было никогда. Судьи смеются. На самом деле обычно один судья и все, и один адвокат со стороны, кто защищает своего человека. А вчера была вообще уникальная ситуация. 3 судьи, представьте, 3 судьи и 4-й докладчик. Вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что административный трибунал, безусловно, понимал степень важности этого дела. И более того, мы понимали, что на нее оказано просто прямое политическое давление. Это мы все понимали. И знаете как, когда докладчик делает выступление, обычно вот когда первый докладчик делает по суду заявление, именно по тексту этого заявления, доклада так называемого, принимается по сути окончательное судебное решение. Вчера судебный докладчик выступал, женщина выступала, и в общем, она там все перечислила, что у меня нет документов, что похищали мою семью, что были мои партнеры, сотрудники, что власть пыталась их экстрадировать из Швейцарии, из Бельгии. Было давление даже в Лихтенштейне, в Испании, в Великобритании. Перечисляли огромные, скажем, факты. И самое удивительное, что докладчик-судья говорит, тем не менее, мы считаем, что господин Аблязов может уехать в эти страны. Мои адвокаты задают вопрос, а как уехать? Документов нет, визы нет, во-первых. Во-вторых, у вас вообще полномочий не было
у полиции такого рода приказы издавать. Они раскопали все законы, открыли их должностные обязанности. Выяснилось, что вот эти люди, полицейские, которые подписывали это решение, как выяснилось, они вообще подписали его до того, как мне предъявили, месяцев 5 как. И вот выясняется, что они еще и полномочий не имели. Но, тем не менее, мои адвокаты сказали, вы не обольщайтесь. Раз докладчик сделал такой доклад, значит, вы проиграете, но мы подадим на апелляцию. И все равно на более высокой инстанции мы выиграем. Вот, собственно, мнение адвокатов. Через где-то 2 недели выйдет решение, и мои адвокаты настроены по-боевому. Вот. Но я не знаю, какое будет решение окончательное, посмотрим.